Рассмотреть диалог поколений как стратегический и практический ресурс в образовании, науке и профессиональной деятельности молодежи. С такой целью на площадке АГУ собрались представители образовательной сферы республики. Мероприятие прошло по инициативе Россотрудничества в Абхазии. Российского народа, так и у народа Абхазии есть и, скажем так, ценности, те, которые у нас пересекаются. Крепкая семья, забота о детях, да, или, допустим, патриотизм, гражданственность, да, служение Отечеству. Наверное, они совпадают здесь. Поэтому мы хотели бы здесь обсудить, какие ценности есть и как их можно передать с учетом того, что наша молодежь не всегда воспринимает те механизмы, те формы, к которым мы, может быть, привыкли в свое время. Многие блестящие абхазские традиции мы соблюдаем, непреложные, и те, которые служат в том числе и образованию, то есть воспитанию и обучению. Не всегда это получается. Очень важно слушать и слышать друг друга с тем, чтобы очень многие вещи исправлять, вместе исправлять. Участники обсуждения отметили важность установления связи между школами и вузами. Для достижения этой цели во всех районах проводятся профориентационные лекции, где преподаватели делятся своим опытом, рассказывают о факультетах и направлениях учебы в АГУ и помогают абитуриентам в выборе подходящей для них профессии. Мы видим необходимость сохранения контроля над образовательным маршрутом ученика, будущего студента, будущего кадра для страны, проведение, введение высших образовательных учреждений, среднепрофессиональных образовательных учреждений в школу, открыть для них школу, открыть двери школы. Потому что профориентация – это все-таки живое общение. Это не знакомство с профессией, это знакомство с человеком, который успешен в своей профессии, который любит дело, которым он занимается, и который показывает свою профессию с той стороны, с которой видит ее только он. Что делаем мы, конкретные шаги наши? Они заключаются в том, что мы приходим в школу, проводим с ними эксперименты, мы открываем для них университет, мы проводим летние занятия со школьниками. В университете у нас такой ноу-хау, я считаю, потому что нигде даже в интернете я такое не встречала. Мы приглашаем школьников на практические занятия в университет для того, чтобы они увидели, как проходит учеба. На сегодняшний день вопрос нехватки преподавателей, особенно в сельских школах, стоит крайне остро. Беспокоит и отсутствие конкурса при поступлении на педагогические специальности, такие как биология, химия, физика, математика, отметили на встрече. Для того, чтобы привлекать на педагогические специальности абитуриентов, для этого профессия преподавателя должна быть привлекательной. Педагог должен превратиться в совсем другую фигуру, нежели чем сегодня он занимает в нашем обществе. Мы отчасти находимся в положении, когда ментально мы в социализме. Мы еще от него не отказались в полной мере, но на дворе капитализм со всеми его неприятностями. Но это реальная данность. Поэтому наша задача как можно быстрее адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и изменить парадигмы, оценки и подходы. По итогам круглого стола было решено активировать совместную деятельность по налаживанию более тесных связей между школой и вузом. Ирина Богателия, Раму Камке, Абхазское телевидение.